Сарапульский архив продолжает знакомить горожан с содержанием уникального документа, с обзором деятельности городского общественного управления. Он содержит сведения о том, как жил Сарапул 25 лет со дня введения городового положения 1870 года, с 1872 по 1897 год. Первые серии рубрики с архивной полки вы можете найти по ссылке, которую видите на экране. А на этот раз речь пойдет об истории образования Сарапульского Алексеевского реального училища, которому в 2023 году исполнилось 150 лет. И Алексеевским оно было не сразу. Но обо всем по порядку. Уездный город Сарапул в XIX веке стремительно развивался как мощный торгово-промышленный центр Прикамья. Рост промышленности диктовал новые требования к устройству заводов и фабрик, привлечению специалистов, подготовке технических кадров. О недостатке образовательных учреждений задумались и члены городской думы. Воспользовавшись предоставленным по закону правом, заботиться и об умственном просвещении сообразно условиям и требованиям времени, городская дума в заседании 5 мая 1872 года по инициативе гласного Тимофея Степановича Комарова постановила поручить городскому голове ходатайствовать совокупно с земством перед правительством об открытии в городе Сарапуле за счет земства необходимой для высшего образования молодого поколения реальной прогимназии. И вот 11 февраля 1873 года в Сарапуле было открыто реальное училище, одно из первых в Российской империи. Устав училища провозглашал своей целью общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических познаний. Первым местом, в котором разместилось училище, стал дом наследников Хвостовых по улице Вятской. Сейчас это улица Раскольникова. После пожара классы переехали в дом мирового судьи Кульвица. Собственное же помещение училище получило лишь во второй половине 1877 года и расположилось в здании по улице Нагорная, ныне Гагарина. Алексеевскому реальному училищу принадлежал целый комплекс зданий. Помимо основного корпуса, где располагались учебные классы, на территории было несколько флигелей для квартир инспектора, директора, помощников классных наставников, для служителей училища и для химической лаборатории. Кроме того, во дворе у реалистов был гимнастический городок и даже своя метеорологическая станция. Даже территория современного детского парка принадлежала училищу и была его лесопарковой зоной. А вот привычное нам название Алексеевское оно получило лишь спустя 7 лет после основания. Училищу в память посещения города Сарапула великим князем Алексеем Александровичем по высочайшему повелению 1880 года присвоено название его императорского высочества великого князя Алексея Александровича «Реальное училище». Постановление Думы 11 марта 1881 года. В училище образование получали преимущественно уроженцы Сарапула и торговых сел уезда, Ижевского и Воткинского заводов, дети дворян, чиновников, купцов, мещан и крестьян. Программа включала закон Божий, русский язык, математику, физику, химию, механику, историю, географию, чистописание, черчение, рисование, музыку, немецкий и французский языки, гимнастику. Помимо успеваемости, особое внимание уделялось и поведению учащихся. Тому свидетельство сохранившиеся до наших дней отчеты классных наставников. Коростин 13 ноября не был дома при посещении квартиры инспектором после 7 часов вечера. По его собственному признанию, ходил гулять. Сделан был строгий выговор. Блинов Леонид был в 9 часов вечера 28 ноября в здании кинематографа «Макс Линдер». Кроме того, был еще и в 10 часов вечера. Сидел у пианино с Малиновским. Был оставлен в праздник на 2 часа. Вот такие проступки можно прочесть в этих отчетах. Выпускники училища поступали в российские университеты, определялись на государственную, земскую и частную службы. В августе 1917 года начался последний учебный год в истории Алексеевского реального училища. После свержения российской монархии советская власть диктовала свои правила и регламенты. С сентября 1918 года училище стало смешанной гимназией, а позже сельскохозяйственным и лесным техникумом. Алексеевское реальное училище просуществовало в Сарапуле 45 лет. Интересный факт. В здании по улице Нагорная, которое изначально предназначалось для размещения больницы, на протяжении всего существования располагались учебные заведения. В настоящее время здесь колледж социально-педагогических технологий и сервиса.
Сарапульское Алексеевское реальное училище входило в систему Казанского учебного округа, поэтому документов о деятельности училища в Сарапульском архиве было крайне мало. Пополнить фонд удалось лишь в 2018 году. В ходе подготовки к изданию Сарапульское Алексеевское реальное училище в 2018 году в рамках реализации культурного проекта «Память Сарапула» членами редакционной коллегии проведено выявление документов по истории училища в Государственном архиве Республики Татарстан, которые позже вошли в состав архивного фонда Удмуртской республики, дополнив коллекцию Управления по делам архивов. Копии документов по истории Сарапула выявлены в государственных архивах, музеях и библиотеках России. Благодаря работе над книгой в архиве города появились отчеты, протоколы заседаний, экзаменационные работы, списки учащихся и личные дела студентов. Документы уже доступны для изучения.